Уважаемые коллеги, добрый день. Приветствуем всех участников. Пожалуйста, в чате обозначьте, слышно ли, видно. Уважаемые коллеги. Так, хорошо, обратная связь пошла. Уважаемые коллеги, да, хорошо, все слышно, все видно. Коми Республиканский институт развития образования и я, проректор по научно-методической работе Марина Анатольевна Габова. Начинаем работу в рамках наших традиционных совещаний, собраний республиканских методических объединений. Сегодня мы приветствуем всех учителей физики на заседании Республиканского методического объединения учителей физики. Мы всех поздравляем, конечно, с началом нового учебного года и надеемся на ваше активное взаимодействие по тем важным вопросам, которые рассматриваются в рамках заседания республиканских методических объединений. Сегодня вы, коллеги, обсудите вопросы, связанные с планированием работы Республиканского методического объединения, рассмотрите результаты государственной итоговой аттестации по физике и другие вопросы. Я рада представить вам Ирину Дмитриевну Новикову, которая курирует все заседания РМО учителей физики, заведующей кафедрой, естественно, научного образования. Здравствуйте, далее коллеги. именно Ирина Дмитриевна будет с вами сегодня работать. Так, Ирина Дмитриевна, я передаю вам бразды управления. Пожалуйста. Хорошо. Спасибо, Марина. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Разрешите вам пожелать в новом учебном году новых успехов, новых творческих находок и успехов ваших учеников. Значит, я являюсь заведующей кафедрой естественно-научного образования и курирую таким образом предметы естественно-научного цикла. Это физика, химия, биология, ну и также еще учебный предмет география. Сегодня у нас на нашем заседании РМО присутствуют и председатели республиканских предметных комиссий, которые занимались оценкой итогов, простите, волнуюсь, оценка результатов обучения по физике на уровне основного и среднего общего образования. И сегодня с нами также и председатель Республиканского методического объединения учителей физики Светлана Валерьевна Рубцова. Пожалуйста, ей предлагается слово для освещения наших перспектив в дальнейшем. Пожалуйста, Светлана Валерьевна. Здравствуйте, дорогие коллеги. Всех поздравляю уже с наступившим новым учебным годом. Пусть год будет не таким тяжелым, пусть он будет легким. Легким в плане работы, легким в плане подъема детей, легким в плане хорошей зарплаты, ну, достойной зарплаты нашей. Ну и, наверное, чтобы наши ребята поддерживали нас вместе с родителями. Ну, а мы сделаем все то, чтобы ребятам было интересно изучать наш не самый простой предмет. Ну, уважаемые коллеги, мы, наверное, с вами начнем с презентации, которая покажет нам план работы на год в течение этого учебного года, что же мы с вами будем делать. Мне нужна помощь в презентации. Сама презентация где? Так, маленькая неполадка. РМО физика. И нам нужно демонстрировать, да, Наталья Александровна? Да? Скажите мне, пожалуйста, демонстрацию экрана. В данной форме я не разумеюсь не видео. Только экран. Только экран. Нет, это заставка. Вот экран, это? да. А нет. Камера экрана. Нет. Не получается. Не получается. Помогите нам, пожалуйста, запустить презентацию с планом работы. Потому что мы только говорили. Да, к сожалению. Ой. И это не та презентация, потому что
Тут уже немножко поменяли, да? Скажите нам, что делать. Мы сейчас тут нащелкаем. Щелкать мы умеем, поэтому... Ждем технического специалиста. Захват экрана? Нет, не то. Захват окна может. Я не умею работать в этой программе, поэтому мне нужна просто помощь. Для чего нужен этот технический персонал, чтобы он работал, не убегал? Ну, я думаю, что... Нет, спасибо. Да? Надо нам запустить. Пожалуйста. Вы зачем? Ну, потому что наша презентация была не... Нам же надо, чтобы и презентации, чтобы мы не говорили. Не та Все правильно, теперь просто переключили презентацию. Включайте вот здесь сверху, может, презентацию. Так это не Это не презентация. это еще не как презентация. Ладно, давайте. Подождите, опять убежал. Он там тут. Куда быстрее нажать-то? Вот сюда. Вот ваша. Пролистали По программе. Ага. Нет, видите, мы же поменяли немножечко назад. Итак, уважаемые коллеги, извиняемся, да, за техническую неполадку. Мы технически не очень хорошо, видать, подкованы. Примерный план заседаний Республиканского методического объединения учителей физики и астрономии предлагается следующий. Сегодня мы рассмотрим анализ результатов основного государственного экзамена по физике. Выступать будет Наталья Александровна Шестакова. С анализом результатов единого государственного экзамена по физике вас познакомит Куликов Игорь Владимирович. С информационной справкой по итогам организации первого этапа оценки предметных и методических компетенций учителей будет выступать Ирина Дмитриевна Новикова. Ну а я вас ознакомлю с планом работы нас на этот учебный год. Это у нас план заседания на сегодняшний день, повестка дня. На ноябрь мы предлагаем вам вот такие темы. Это методы и приемы, применяемые для формирования функциональной грамотности учащихся, также применение кодификаторов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР при подготовке учащихся к данным видам работы и обсуждение заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике и астрономии. Далее, в январе мы предлагаем вам обсудить методы и приемы, применяемые для формирования функциональной грамотности учащихся в урочное и внеурочное время, а также систему работы учителя по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации. Ну и на март мы планируем отдельные вопросы выполнения экспериментальных заданий, конкретно к ОГЭ, потому что комплекты к ОГЭ будут ближе все-таки к концу учебного года, а также выполнение экспериментального задания для 11 класса при выполнении ВПР. Ну и третьим пунктом у нас будет физика и астрономия в среднем профессиональном обучении. Почему мы предлагаем такие темы и предлагаем как презентация лучших практик, а также представление вашего опыта? Все это связано у нас с аттестацией нашей, уважаемые коллеги. Давайте я немножко вернусь, потому что презентация у нас не совсем та. Ну и смотрите, по новой аттестации, которая утверждена приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми,
номером 176 от 5 апреля 2022 года есть критерии и требования к этим критериям, которые дают нам определенное количество баллов. Мы все хотим быть высококвалифицированными педагогами, но чтобы иметь квалификационную категорию, нам нужно набрать определенное количество баллов. Как мы помним, если мы хотим получить квалификационную категорию первую, в этом случае нам нужно набрать не менее 190 баллов. Если же мы хотим иметь высшую категорию, нам нужно набрать не менее 400 баллов. Что может предложить работа в Республиканском методическом объединении? Это публичное представление собственного опыта в форме открытого урока. Это пункт 2.4. И обратите внимание, что если вы получаете отзыв, а отзыв пишет, обратите внимание, председатель республиканского или муниципального методического объединения, да, поэтому, пожалуйста, приглашайте нас на свои открытые уроки, мы с радостью посетим, посмотрим, обсудим, ну и, конечно же, получим, наверное, положительный отзыв, который будет содержать рекомендацию к тиражированию опыта. Тут же идет общественная активность педагога, да, участие во всех экспертных комиссиях, быть членом жюри конкурсов, олимпиад. Ну и видите, да, что за каждое основание, но не более 2, мы можем получить по 30 баллов. Ну, как говорится в поговорках, да, по копеечке можно и рубль набрать и получить свой необходимый балл для подтверждения или повышения своей квалификации. Далее. Обратите внимание, использование в образовательном процессе образовательных ресурсов, которых вы создаете самостоятельно. Здесь, конечно, предлагается электронную площадку образовательной организации, но я думаю, что если вы будете иметь площадку, где вы будете размещать свои образовательные ресурсы и на платформах муниципальных управлений, да, управления образований, ваших муниципальных образований, а также если это будет на платформе Института развития, да, то в этом случае мы тоже можем, наверное, эти баллы получать. Также исполнение функций наставника в образовательной организации. Хотим мы того или нет, мы все равно принимаем каждый год молодых специалистов, мы с ними работаем, мы их готовим, поэтому этот пункт в помощь Центру непрерывного образования помощь будет оказывать, поэтому работайте наставником, растите молодое поколение, пусть оно будет достойным вас, а может быть даже и лучшим. Включение в республиканский методический актив. Тут мы должны быть активистами, чтобы нас включили в данный актив, и чтобы мы тоже имели такое огромное количество баллов. Участие в деятельности методических объединений. Обратите внимание, да, от 10 до 60 баллов. То есть это не просто быть членом методического актива, членом методического объединения, но и при этом быть активным, работать, потому что если вы просто прикрепите балл о том, что вы там в принципе числитесь, а руководитель методического объединения говорит, что вас и в глаза не видел, понимаете, да, что все равно это будет все перепроверять. Поэтому будьте активными, работайте, показывайте ваши результаты, результаты ваших ребят под вашим руководством, да, и вы получите эти наши хорошие баллы, причем до 60 баллов это не маленький балл. Также наличие опубликованных учебников. Если мы учебники не публикуем по физике, мы понимаем, что они нам приходят с перечня федерального, но учебно-методические пособия, которые могут иметь соответствующий гриф, в принципе, мы можем создать, было бы желание. Далее профессиональное развитие. Центр непрерывного образования предлагает множество курсов. Все они включены в федеральный реестр программ повышения квалификации. Обратите внимание, курсов должно быть за межаттестационный период накоплено не менее 140 часов. Поэтому обучайтесь, повышайте вашу квалификацию, ну а мы вам в этом поможем. Вот такой план работы нас ждет на этот учебный год. Ну и следующим пунктом у нас выступает Наталья Александровна, которая расскажет нам про основной государственный экзамен и проведет анализ по предмету физика. Спасибо. Хорошо. Добрый день, здравствуйте. Итак, я предлагаю
итоги государственной аттестации учащихся по физике за курс основной школы. Предлагаемый документ представляет статистико-аналитический отчет о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Коми в 2022 году. Целью отчета является представление статистических данных о результатах ГИА-9 Республики Коми, проведение методического анализа типичных затруднений участников ГИА-9 по учебным предметам и разработка рекомендаций по совершенствованию преподавания. Формирование предложений в дорожную карту по развитию республиканской системы образования, в частности, выявление и распространение лучших педагогических практик, оказание поддержки образовательным организациям, демонстрирующим устойчиво низкие результаты обучения. Итак, статистическо-аналитический отчет о результатах государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего образования Республики Коми в 2022 году по учебному предмету физика. Основные результаты ГИА-9 в регионе. Количество участников экзаменационной кампании ГИА-9 в 2022 году в Республике Коми. О характере изменения количества участников ОГЭ по предмету. С 2017 года обучающиеся 9 классов сдают 2 обязательных экзамена по русскому языку и математике, а также 2 экзамена по выбору учащихся. Если рассматривать количество участников, сдающих экзамены в 9 классе, то мы видим, физика удерживает прочное 3-е место по количественному составу после русского языка и математики. Количество участников ОГЭ по учебному предмету физика за последние годы проведения ОГЭ по предмету по категориям. Если рассмотреть по видам выпускников, то мы видим, что наибольшее количество выпускников представляет средние общеобразовательные школы. Как это было в 2018, 2019, также и в 2022 году. При этом основанием для получения аттестата в 2022 году, как и в прошлые годы, является успешная сдача всех экзаменов. Эти условия заставляют выпускников более обоснованно подходить к выбору экзамена. Поэтому наблюдается некоторый спад количества участников ОГЭ по учебному предмету физика, однако количество участников подтверждает вывод о востребованности данного предмета среди выпускников 9 классов. По сравнению с 1818 годом, количество участников ОГЭ по предмету уменьшилось на 330 человек, по сравнению с 2019 на 221. Анализ количества участников ОГЭ по типам образовательных организаций за последние 3 года показал, что традиционно наибольшее количество участников составляют выпускники СОЖ, что составляет примерно 49,12% от общего количества выпускников 2022 года. Доля участников СОЖ с углубленным изучением отдельных предметов на протяжении последних 3 лет остается на уровне 20%. За последние 3 года количественный состав участников лицеев и гимназий несколько снизился. В лицеях от 150 человек в 2018 году до 129 человек в 2022 году. В гимназиях от 94 человек в 2018 до 62 в 2022. Последние годы в сдаче ОГЭ по физике принимают участие лица с ограниченными возможностями здоровья. По сравнению с предшествующими годами их численность несколько увеличилась. В 2018 году их не было, в 2019 2 человека, в 2022 году 6 человек. Выпускники других типов образовательных организаций практически физику для сдачи ОГЭ не выбирают, что наглядно видно из данной таблицы. Основными учебниками по предмету из федерального перечня учебников, которые использовались в образовательных организациях Республики Коми в 2021-2022 учебном году, представлены в основном перышки различных издательств. Как мы видим, в некоторых школах использовались несколько комплектов, как и ДРАФа, так и просвещение, так и экзамен. Но особых расхождений по авторам не наблюдается.
Если посмотреть на результаты ЕГЭ в 2022 году в Республике Коми, то мы видим, что приведенный сравнительный анализ по результатам сдачи ЕГЭ по физике за последние 3 года показал, что число участников экзамена, получивших неудовлетворенную отметку в 2019 году, несколько увеличилось по сравнению с предыдущими годами. 2018 год 1,1%, 2019 1,35%, 2022 год 1,75%. А также наблюдается снижение числа участников, получивших отлично. 2018 год 9,6%, 2019 9,46%, а 2022 8,1%. На данной диаграмме представлено распределение первичных баллов участников ЕГЭ в 2022 году. Количество участников, получивших тот или иной балл. Как мы видим из данной диаграммы, максимальное количество, значит, как бы это сказать, троечников наших, получивших 16 баллов, это 51 человек. То есть получается, что наши выпускники в основном решают треть представленной работы. Если внимательно посмотреть на конец этой диаграммы, то увидим, что ни одного нет участника, который полностью бы правильно решил экзаменационную работу. То есть 45 баллов не набрал никто в этом году. Хотя в прошлом году таких было 7 человек. Вернее, в позапрошлом. Так, еще раз динамика результатов. Здесь мы видим, что количество двоек, как мы видим, растет. Растет также количество троечников, а вот количество участников, получивших 4 и 5, значительно уменьшается. Сейчас будет большая таблица. Результаты ОГЭ по административно-территориальному делению. Итак, Сыктывкар. Наибольшее количество 255 участников. Воркута, Вуктыл, Инта. Ну и все остальные представленные регионы. Я понимаю, что таблица очень мелкая. Я потом объясню, где можно найти эти результаты в опубликованном отчете. Как и в предыдущие годы, наибольшее количество участников представил Сыктывкар. 34,5% от общего количества участников ЕГЭ. Ухта 16%, Воркута 7,4%. Образовательные организации 4 муниципальных образований, 13 обучающихся по результатам экзамена, получили отметку 2. Это Маго Сыктывкар 4 человека, Ухта 4 человека, Усть-Вымский 4 человека и 1 человек Усть-Илимский район. Самое высокое качество обучения зафиксировано в физмат-лицее и школа-интернат номер 1 города Воркуты. 100% выпускников которых справились с выполнением экзаменационной работы на хорошо и отлично. Свыше 70% качество обучения составило в Печоре и в 80 государственных образовательных организациях подведомственных Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Это лицей для одаренных детей, лицей при УСГУ в Сыктывкаре. Вот самое низкое качество обучения – это Усть-Илимский район 14%, Ижемский 14%, Усть-Вымский 18% и Вуктыл 22,2%. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с учетом типа образовательного учреждения показали, что во всех типах, кроме СОЖ и СОЖ с углубленным изучением, уровень обученности составил 100%. Качество обучения самое высокое в лицее-интернате, а самое низкое в 20% в организациях основного общего, то есть в девятилетках.
Хочется сказать, что низкие результаты школы номер 1 Микунь – это у нас уже не первый случай попадания в эту низкую таблицу. И мне хочется как-то подбодрить, что ли, этих учителей и учащихся. Ну, как-то надо организоваться и вылезти, наконец, из этой таблицы учебных заведений, получивших минимальные баллы. Ну и переходим к анализу результатов выполнения заданий КИМ по предмету. Итак, каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 25 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. В работе используют задания с кратким ответом и развернутым ответом. А также экспериментальное задание 17 проверяет умение проводить косвенные измерения физических величин, умение представлять экспериментальные результаты и выполняется на реальном оборудовании. Каждый вариант содержал 5 групп заданий, направленных на проверку различных блоков умений, формируемых при изучении курса физики, владение понятийным аппаратом курса физики, распознаванием явлений, вычисление значений величин, решение расчетных и качественных задач. В работе контролируются элементы содержания из следующих разделов и тем курса физики: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления и квантовые явления. Общее количество заданий в работе по каждому из разделов приблизительно пропорционально его содержательному наполнению и учебному времени, отводимому на изучение данного раздела в школьном курсе физики. В работу включены задания 3 уровней сложности: базового, повышенного и высокого. Задания базового уровня разрабатываются для оценки овладевания наиболее важными предметными результатами и варьируются на наиболее значимых элементах содержания. Использование в работе заданий повышенного и высокого уровней сложности позволяет оценить степень подготовленности экзаменуемых к продолжению обучения в классах с углубленным изучением физики. Распределение заданий по основным содержательным разделам курса физики в соответствии с открытым вариантом КИМ в Республике Коми. Как видно из приведенной таблицы, в некоторых заданиях необходимо было продемонстрировать знания из 2 разделов одновременно. Для содержательного анализа используется один вариант КИМ из числа выполнявших в Республике Коми. Как видим, задание в каждой теме имеет разный уровень сложности, что позволяет проанализировать степень усвоения каждой темы. Изменения в КИМ 2022 года по сравнению с КИМ 2021 года отсутствуют. Хочется представить статистический анализ выполнения заданий КИМ. Здесь представлены все задания, 25, и краткий анализ. Средний процент выполняемости, уровень содержания, базовый, повышенный, высокий и полученные оценки. Я пролистаю вам эту таблицу, постарайтесь посмотреть. На основе представленной таблицы можно сделать следующие выводы. Наибольшие затруднения вызвали у выпускников задания, где необходимо самим проанализировать информацию данных заданий, сопоставить факты, выявить закономерности, мысленно представить эксперимент, изображенный на рисунке, и сделать соответствующие выводы. Эти задания базового уровня сложности представлены заданиями 2, 12 и 15. Также следует особо отметить задание 19, проверяющее умение интерпретировать информацию физического содержания, отвечать на вопросы с использованием явно и неявно заданной информации, преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую. Только четверть учащихся успешно справилась с этим заданием. На основе данной таблицы можно сделать еще один неутешительный вывод. Задания повышенного и высокого уровня сложности решают выпускники специализированных профильных учебных заведений. Эти учащиеся обладают достаточной подготовкой для решения таких заданий. Это видно по заданиям 23, 24 и 25, расчетные задачи. Однако и у них процент выполнения падает, когда необходимо работать с текстами физического содержания.
По результатам анализа можно сделать вывод, что наиболее полно девятиклассники овладели умениями, проверяемых в разделе владения понятийным аппаратом курса физики, распознавание явлений, вычисление значений величин, использование законов и формул для анализа явлений и процессов. Средний процент выполнения заданий варьируется от 53% до 82%, за исключением заданий 2 и 12. Методологические умения в части анализа и проведения косвенных измерений раскрыты также на достаточном уровне, а вот проведение прямых измерений вызвали затруднения у участников экзамена по физике. Не вызвал затруднений задание, направленное на понимание принципов действия технических устройств, вклада ученых в развитие науки. Средний процент выполнения составил 62,5%. Наибольшее затруднение у экзаменуемых вызвала работа с текстами. Данное затруднение возникло не только у обучающих, сдающих физику, но и наблюдается и в целом у остальных девятиклассников, что говорит об отсутствии навыков и умений в работе с текстами, сложностях в прочтении и обобщении информации. Один из самых сложных разделов для выполнения – это решение расчетных задач. Обучающиеся, отнесенные группе получивших неудовлетворительные результаты, смогли приступить только к выполнению заданий 21 и 22, средний процент выполнения которых составил 3,85% и 7,65% соответственно. Наиболее успешно с заданиями справились обучающиеся, получившие отметку 5 по результатам выполнения всей экзаменационной работы. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ-ОГЭ по темам. Тема «Механические явления» представлена в 10 заданиях, 6 базового уровня, 3 повышенного уровня и 1 задание высокого уровня знания в открытом варианте КИМ, представленном в Республике Коми. Задания базового уровня представлены заданиями 1, 2, 5, 6, 11, 18. Эти задания традиционно успешно решаются учащимися. С заданиями 1, 5, 6, 18 успешно справились от 56 до 80% участников экзамена. Однако задания 2 и 11 вызвали затруднения, процент выполнения меньше 50%. Ответы экзаменующих дают наглядную картину. Ребятами хорошо изучены темы: механическое движение, равномерное и равноускоренное, законы Ньютона, масса, плотность тела, сила Архимеда, плавание, но на качественном уровне. Однако знание формул и словесных формулировок физических законов заставляет желать лучшего. Только половина учащихся правильно решила задание 2 и менее по 10% задание 11. Задание в теме «Механические явления» позволяет провести анализ по проверяемым умениям и способам деятельности учащихся при изучении данной темы. Анализ результатов показал: учащиеся хорошо усвоили понятия физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, знают и понимают смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа. Знает и понимает смысл физических законов, закона Паскаля, Архимеда и Ньютона, всемирного тяготения. Умеет описывать и объяснять физическое явление: равномерное прямолинейное, равноускоренное прямолинейное, движение тела по окружности, механические колебания и волны. Задания базового уровня по теме «Механические явления» были нацелены на проверку умений учащихся использовать понятийный аппарат курса физики. Средний балл выполнения этих заданий составил более 60%. Задание 14 повышенного уровня сложности проверяло умение учащихся анализировать физические явления и процессы, используя физические величины, физические законы и принципы, анализ графиков, таблиц и схем. Задание комплексное. Необходимо было предъявить знания из различных областей физики, наряду с темой «Механические явления». Задание было выполнено успешно. Задание 16 повышенного уровня сложности проверяло умение учащихся анализировать отдельные этапы проведения исследования на основе его описания, делать выводы на основе описания исследования, интерпретировать результаты наблюдений и опытов. Это задание также успешно освоено учащимися. Более 65% выпускников выполнили. Задание 22 повышенного уровня сложности проверяло умение школьников дать правильный и обоснованный ответ на поставленный вопрос. Это качественная задача. При решении данной задачи выяснилось, что учащиеся поверхностно изучили тему «Относительность движения» из раздела «Механические явления». Задание 24 проверяло умение решать задачи комбинированного типа и уровня сложности. Анализ результатов показал,
что у участников АГ имеются определенные трудности при решении задач данного типа. Задача требовала применения знаний из разных частей темы механические явления, высокий уровень знания. Успешно с решением справились примерно 18% учащихся, в основном учащиеся, получившие отметки 4 и 5 по итогам экзамена. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что умение решать задачи разного уровня сложности освоено не всеми выпускниками. В целом можно отметить, что тема механические явления хорошо освоена учащимся на базовом уровне. Тепловые явления. Тема тепловые явления представлена 6 заданиями. 3 базового уровня, 2 повышенного и 1 задание высокого уровня знаний в КИМ, представленном в Республике Коми. Задания базового уровня представлены заданиями 3, 7, 19. Задание 3 проверяло умение учащихся распознавать проявления изученных физических явлений, выделяя существенные свойства, признаки. Задание 7 проверяло умение вычислять значения величины при анализе явлений с использованием законов и форм. Оба задания успешно выполнены. Процент выполнения составил примерно 60%. Задание 19 проверяло умение интерпретировать информацию физического содержания, отвечать на вопросы с использованием явно и неявно заданной информации, преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую. Это задание вызвало определенные трудности при решении. Только четверть учащихся справилась с этим базовым заданием. Задания повышенного уровня представлены заданиями 13 и 20. Задание 13 нацелено на проверку умения описывать свойства тел, физические явления и процессы, используя физические величины, физические законы и принципы, анализ графиков, таблиц и схем. Эта тема достаточно успешно освоена учащимся. Процент выполнения составил 81%. Задание 20 повышенного уровня проверяло умение выпускников применять информацию из текста при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. С этим заданием справились менее четверти учащихся. Задание 25 высокого уровня сложности проверяет умение решать расчетные задачи, используя законы и формулы, связывающие физические величины. Это комбинированная задача. Оно вызвало определенные трудности. С этим заданием успешно справились чуть более четверти учащихся. Анализ результатов показал, что выпускники формально отнеслись к выполнению заданий по теме тепловые явления. Задания на знание и понимание смысла понятия вещество, молекула, тепловое движение, понимание смысла физических величин, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость. Умение описывать и объяснять физические явления, диффузия, теплопроводность, конвекция, излучение, испарение, плавление, кристаллизация выполнялись учащимися верно, а задания, требующие перевода информации из одного вида в другой, решение расчетных задач вызывали ряд трудностей. Тема электромагнитное явление представлена 10 заданиями в открытом варианте КИМ. Базового 6, 2 повышенного и 2 высокого. Эта тема обширная и имеет множество подтем, которые усвоены в различной степени. Рассмотрим выполнение каждой из них. Тема «Постоянный ток» представлена в работе в следующих заданиях. 8, 12, 15, 17, 23 и 25. Это задания различной направленности уровня сложности. Задание базового уровня 8, 12, 15 проверяет умение учащихся применять свои знания в повседневной жизни, показывает умение применять законы соединения проводников, вычислять значения величины, проводить прямые измерения физических величин с использованием измерительных приборов, правильно составлять схемы включения приборов, экспериментальную установку, проводить серию измерений. Задания 8 и 12 не вызвали у обучающихся проблем. Процент выполнения достаточно высок, от 53 до 75. Однако задание 15, где необходимо было проанализировать протекание эксперимента и оценить правильность составления цепи, вызвало определенные трудности. С этой задачей справилось гораздо меньше половины участников АГ. В открытом варианте КИМ задания повышенного и высокого уровня сложности были представлены задания 23 и 25. К решению подобных задач приступали и успешно решали в основном участники АГ, получившие по итогам экзамена 4 и 5. Процент выполнения заданий 41, 23 задача, и 25, 25 задача соответственно. Экспериментальное задание 17 в открытом варианте КИМ представлено в следующей редакции. Сформулируйте вывод о зависимости силы тока в резисторе от напряжения на его концах.
Учащимся необходимо было продемонстрировать свое умение планировать проведение эксперимента на реальном оборудовании, отбор необходимого оборудования, составление электрической цепи, снятие показаний приборов, запись результатов измерений с учетом абсолютной погрешности. Умение правильно интерпретировать результаты эксперимента, делать вывод по полученным результатам. Задание сложное. Ранее в такой формулировке не выполнялось. При проверке ответа выявили следующие ошибки. Невнимательность учащихся при отборе лабораторного оборудования. Ошибки в изображении электрических схем эксперимента. Игнорирование в записи результатов эксперимента абсолютных погрешностей их измерения. Все эти ошибки указывают на недостаточную отработку навыков при выполнении фронтальных лабораторных работ в классе. Подводя итог, можно отметить, что учащийся при изучении темы «Постоянный электрический ток» умеет выполнять задания базового уровня, а задания, требующие соединения нескольких умений, например, знание закона Ома и законов соединения проводников, работы электрического тока и КПД электрической машины, законов соединения проводников и практического результата вызывает определенные трудности. Тема электростатика в открытом варианте КИМ представляла заданием 4, базовый уровень. Эта тема традиционно не вызывает трудностей у обучающихся, однако в этом году с заданием справились чуть более 60% участников АГ. В открытом варианте КИМ задание 4 представлено в новой редакции. Это была вставка слов в тексте на основе описания явления электризации тел. Задание новое, поэтому такой и слабый результат. Тема электродинамика. Рассматривалось задание 9.21. Задание 9 базового уровня проверялось умение выделять диапазоны электромагнитных волн. Тема явно вызывает затруднения у выпускников, так как задание справились чуть более половины участников. Задание 21 повышенного уровня представляло собой качественную задачу по теме электромагнитной индукции. Очень многие учащиеся не смогли правильно соотнести описание опыта с этой темой. Вызывались самые неожиданные предположения о причине нагревания или ненагревания кольца в магнитном поле. Тема оптика не представлена заданиями в открытом варианте КИМ. В целом можно отметить, что тема электромагнитное явление изучена на удовлетворительном уровне. Тема квантовое явление. В данном открытом варианте КИМ представлена 1/10 заданием базового уровня, проверяющим умение учащихся выявлять внутреннее строение атома, определять компоненты ядерных реакций. Более 60% учащихся справились с таким заданием. Анализ результатов заданий с развернутым ответом позволил выделить следующие типичные ошибки учащихся. Итак, задание 17. Экспериментальное. Экспериментальное задание 17 в этом году в вариантах КИМ, представленных в республике, проверяет умение проводить косвенные измерения физических величин, плотность, момент силы, работа, сила трения. Умение представлять экспериментальные результаты в виде таблиц, графиков или схематичных рисунков. Делать выводы на основании полученных экспериментальных данных. С этим заданием справилось чуть больше половины участников АГ. Процент выполнения 57%. Это задание требовало от участия умения не только проводить экспериментальные исследования, но и продемонстрировать ряд умений. Умение планировать проведение эксперимента на реальном оборудовании, умение провести отбор необходимого оборудования, снять показания приборов, произвести запись результатов измерений с учетом абсолютной погрешности, умение правильно интерпретировать результаты эксперимента и делать вывод по полученным результатам. Основные ошибки этого задания. Для всех вариантов небрежность при выполнении рисунка экспериментальной установки, неточности при проведении прямых измерений, отсутствие правильной записи результатов измерений с учетом погрешности измерений. Многие учащимися была допущена небрежность при отборе оборудования для проведения эксперимента. При определении плотности вещества цилиндра учащие не всегда правильно оформляли единицы измерения, допускали внесистемные, такие как килограмм на кубический сантиметр, грамм на метр в кубе. При этом не соблюдались правила перевода единиц измерения. При определении момента силы, действующей на рычаг, в основном присутствовали две распространенные ошибки. Подмена понятий момент силы и сила, и расчет момента силы, исходя из правила моментов, а не экспериментальное его определение. Эта ошибка встречалась в работах, где учащийся демонстрировал отличное качество расчетных задач. Напрашивается вывод. Ученик мало времени отводил на отработку экспериментальных заданий, или учитель не давал ему этого? Чья недоработка? Ученика или учителя? Необходимо более тщательно изучить этот вопрос.
При определении работы силы трения также встречались подмены понятий «работа силы» и «сила». Отдельные учащиеся, определив экспериментальную силу трения, заканчивали на этом работу, не доводя ее до конца. В заданиях, где необходимо было экспериментально определить зависимость одной величины от другой, главной ошибкой было неумение правильно математически назвать зависимость величин. В работе по оптике ошибки были в основном в построении чертежа. Все это свидетельствует о том, что проведению лабораторных работ в классе уделяется мало внимания. Ошибки и недочеты в классе не обсуждаются и не исправляются. Наряду с этим хочется отметить некоторый рост процента выполнения экспериментального задания. К его выполнению приступает большее число выпускников по сравнению с прошлыми годами. Не все выполняют. Задание 20. Это задание в различных вариантах КИМ проверяло умение участников ОГЭ обрабатывать и применять информацию из текста физического содержания в измененной ситуации, а также умение отвечать на вопросы, требующие сопоставления информации из разных частей текста. В некоторых вариантах необходимо просто было найти ответ в тексте, что совсем не вызвало затруднений. В других произвести небольшие расчеты тоже оказалось решаемым. А вот в третьем случае сопоставить информацию, сделать вывод. Неумение составить точный ответ на поставленный вопрос вызвало многочисленные неправильные ответы. С этим заданием справилось примерно четверть, 24% участников ОГЭ. В открытом варианте КИМ необходимо, используя информацию из текста о жидких кристаллах, дать ответ о структуре парафина. Это задание не вызвало практически неверных ответов. Однако обоснование своего ответа учащиеся либо забывали написать, либо оно было некачественным. Это практически можно сказать обо всех качественных задачах КИМ, задания 21 и 22. Основными ошибками были односложные ответы, которым учащиеся либо совсем не давали пояснений, либо эти пояснения были настолько запутаны, что часто противоречили первоначальному ответу. Эти ошибки сигнализируют о недостаточном развитии устной речи, неумении аргументированно ответить на поставленный вопрос. В целом можно констатировать, что решение задач качественного характера набирает обороты. Процент выполнения таких задач растет. 21% в 2019 году и 35% в 2022. Исключение составляет лишь задача о рыбе-брызгуне. Несмотря на то, что эта задача появляется в экзаменационных работах КИМ второй год подряд, задача была правильно решена только в нескольких работах. Это говорит о слабой обратной связи учеников и учителей. Задания 23, 24 и 25. Расчетные задачи повышенного и высокого уровня сложности. К этим заданиям в основном приступали учащиеся, которые по итогам экзамена получали отметки 4 и 5. Процент выполнения заданий троечниками колеблется от 1 до 10. Наибольшее количество ошибок вызвали задачи на расчет общей мощности двух нагревательных приборов, соединенных либо параллельно, либо последовательно. Некоторые учащиеся используют формулу для мощности в этом случае, но не объясняют ее происхождение. Это говорит о формальном заучивании формул без объяснения вывода. Для решения всех задач характерны следующие ошибки. Ошибки в краткой записи задач, либо полное ее отсутствие. Ошибки в переводе единиц измерения в си. Ошибки в математических преобразованиях формул и в математических вычислениях. Хочется отметить, что это из года в год повторяющиеся ошибки. И это указывает на наши с вами недоработки. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение заданий КИМ. Анализ таких результатов выявил проблемы в достижении метапредметных результатов обучения. Средний процент выполнения этих заданий составил примерно 60%. Однако задание 2, требующее более конкретного умения различать словесную формулировку и математическое выражение закона, формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, решили правильно менее половины выпускников. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Это умение проверялось множеством заданий – 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Хотя средний процент выполнения заданий колеблется от 65 до 80, но задание 15, где необходимо продемонстрировать свое умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и умозаключение, индуктивное, дедуктивное и по аналогии, и делать выводы,
выполнено только 40% учащихся. Одной из основных причин возникающей сложности в решении задач повышенного и высокого уровня сложности у выпускников по-прежнему остается неумение осмысленно прочитать условия задания и вникнуть в его содержание. Учащиеся слабо умеют оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения, плохо владеют основами самоконтроля и самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Исходя из вышеизложенного, необходимо признать, у школьников в недостаточной мере сформированы метапредметные умения: сравнение, классификация, умение анализировать информацию, логическое мышление, а главное – умение смыслового чтения. Итак, перечень элементов содержания, которые можно в целом считать достаточным. Можно отметить, что наши выпускники на достаточном уровне овладели понятийным аппаратом курсом физики. Они правильно трактуют физический смысл используемых величин, их обозначения, единицы измерения, выделяют приборы для их измерения, умеют описывать изменения физических величин при протекании физических явлений и процессов. А так, перечень элементов, которые нельзя считать достаточным. Наряду с этим приходится отметить, что задания на извлечение и интерпретацию информации из текста физического содержания и решения задач различных типов решаются выпускниками только отдельных высоко мотивированных рядов. У многих учащихся отсутствуют навыки самоконтроля, что приводит к появлению ответов, необоснованных в рамках решаемых ими задач, задачи с практическим содержанием. Особо значительны недостатки математической культуры учащихся. Самым большим минусом абсолютного большинства девятиклассников является их желание запомнить большое количество формул, но при этом отсутствует качественное, наглядное, модельное представление. Первая и главная задача учителей физики – обратить внимание, поставить в основу обучения вербальное описание явлений и поиск аналогий в природе и технике, затем иллюстративная вербальная информация графическая, и лишь в заключение абстрактно-математическое оформление. Недостаточно обрабатываются навыки самостоятельного проведения измерений физических величин, записи результатов изменений, обработки результатов и вычислений, оформление выводов по проведенным измерениям и вычислениям лабораторных работ. И небольшие выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающейся Республики Коми. Эти проблемы связаны с тем, что учителя много времени и внимания уделяют отработке алгоритмов решения заданий стандартного характера, то есть натаскивают учащихся на определенные типы заданий, на определенные формулировки, лишая учащихся самостоятельно проработать решения, чтобы выработать умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе и альтернативные. Осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. В то же время на уроках недостаточно внимания уделяется решению задач, требующих применения знаний из различных разделов курсов физики, то есть комплексных задач. Недостаточно решается задач практического характера, связанных с жизненным опытом выпускников. Следует отметить также ошибки учителей при проведении лабораторных фронтальных работ в классе. Анализ результатов АГ это наглядно показал. Задание 15 и 17. Необходимо обратить внимание на недостаточную математическую подготовленность учащихся. Многим выпускникам при решении задач не удалось в полной мере довести до логического конца математические преобразования систем исходных уравнений. Некоторые не справились с вычислением результата подстановки числовых значений в полученных уравнениях. Некоторые рекомендации по совершенствованию методики преподавания учебного предмета. Так как мой отчет был очень длинным, я могу вам объяснить, где найти его полное содержание. Находится оно на сайте Министерства образования Республики Коми, а также на сайте РИЦОКа. Можно посмотреть и сделать для себя конкретные выводы. Также там и рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся. Благодарю за внимание. Так, ну что же, продолжим.
Поблагодарим Наталью Александровну за такой подробный анализ. Но работа над ошибками у нас будет проходить в течение всего года. У нас будет очень много тематических семинаров, которые будут посвящены вот именно отработке методических рекомендаций по повышению качества результатов итоговой государственной аттестации. Мне бы, наверное, еще хотелось от себя сказать, что порой некоторые учителя игнорируют те результаты, которые прописаны у нас в федеральных государственных образовательных стандартах и, может быть, зацикливаются порой на формировании таких вот предметных результатов на уровне понятий, а совершенно не обращают внимания на метапредметные планируемые результаты по физике. Но это так, мое просто наблюдение, что многие учителя, не только физики, но и химии, биологии, как-то пренебрегают метапредметными результатами. И несколько анонсируя, я скажу, что, еще раз повторю, что у нас регулярно будут проходить методические семинары. Я думаю, уровень участия вашего участия в этих семинарах повысится, так, потому что делиться опытом нам необходимо, и именно вот какие-то ваши такие вот методические находки по формированию того или иного умения, при изучении какой-то темы, урока, они будут всегда полезны и интересны. Ну и у нас также еще в плане стояло информирование вас о результатах единого государственного экзамена, но этот вопрос от нас никуда не денется, мы его перенесем на текущий семинар. Так, ну и в заключение я хочу сделать анализ о итогах профессиональной диагностики учителей по системе федерального... Так. Ага, вот сюда, да? Так, не получилось, Светлана Валерьевна. Так. Папочка. Так, вот РМО, наверное, вот это. Так, вот. Так, нажмите. Нет, не получается. Так, извините. Так, отчет делаем. Так, презентация. Наверное, нет, так. нет, РМО физика, наверное. РМО физика. Да. Сейчас мы тут... Вот, Вот все получилось. Спасибо, коллеги. Так, значит, и знакомимся с требованиями, с требованиями и критериями оценки предметных и метапредметных компетенций учителя физики. Согласно письму Министерства просвещения Российской Федерации, в апреле, 19 по 21 апреля, проходило проходило тестирование учителей Республики Коми, это 154 педагога, и по каждой предметной области принимали участие, были выбраны около 7% педагогов, и от Республики Коми в тестировании приняли участие 11 учителей. Цель тестирования – определить уровень сформированности предметных и методических компетенций учителя физики. Нужно сказать, что здесь все задания были сформулированы на основе трудовых действий учителя, которые отражены в профессиональном стандарте педагог. Там мы читаем, есть общетрудовая функция обучения, и в этой общетрудовой функции обучения описаны трудовые действия учителя. Так что какое трудовое действие и что сюда входит, какие знания и какие умения. И вот исходя из этих требований профессионального стандарта и были составлены следующие задания на планирование проведения занятий, так, с учетом на основе знания содержания предмета и на основе вариативных форм организации учебной деятельности школьников, так, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Далее такое трудовое действие, как разработка и использование средств обучения и умение, конечно же, объективно
проводить оценивание образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями ВГОС. То есть здесь такая идет связка, что если в рабочей программе предмета записан какой-то планируемый предметный результат или метапредметный, то вот именно задание в системе ФИОК, оно было направлено на проверку учителя вот, умения реализовывать вот этот государственный заказ в школе. Так, далее, это формирование инклюзивной и мотивирующей образовательной среды. Даже, ну, получается, что у нас? Что если даже у вас в классе нет детей с ограниченными возможностями здоровья, то вы все равно должны иметь представление о том, какие же условия необходимо создать для учеников с тем или иным заболеванием, или, как принято говорить, с той или иной нозологией. То есть это ребенок ЗПР, это ребенок слабослышащий или ребенок после кохлеарной имплантации, так, ну, ребенок слабовидящий, ну, с нарушениями речи. Так. И какие требования здесь нужно создавать? Это есть специальный государственный образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, ну и, конечно же, на проверку методических компетенций направлены задания, которые проверяют у учителя представление или умение, так, как осуществлять формирование того или иного умения. То есть я хочу сказать, что ничего такого, ну, что ли, сверхъестественного в таких вот заданиях нет, точно так же, как и в заданиях ЕГЭ. То есть все эти задания, что для ученика, что и для учителя, они закреплены государственными стандартами, образовательным стандартом и стандартом для педагога. Структура диагностической работы содержала 18 заданий, 8 с кратким ответом, самыми разными. Здесь краткий ответ мог быть и на проверку предметной компетенции, и на проверку методической компетенции. И 10 с развернутым ответом, и они объединялись в 4 раздела. Знание содержания учебного предмета, планирование учебных занятий, методики и технологии обучения и оценивание образовательных результатов. Я покажу, так, значит, и по... Извините, значит, баллы, полученные, переводились в шкалу, в 4-уровневую шкалу, минимальный уровень, низкий уровень, средний и высокий уровни. Ну, здесь нужно сказать, что довольно-таки очень серьезные выводы делались, что вот если человек, педагог, выполнил работу на уровне ниже 30%, так, то есть это значит, получается, что человек и предмет не знает, и методику не знает, то требует принятия управленческих решений. То есть, по сути дела, такому человеку не место в школе. Но вот когда я смотрела перечень педагогов, которые получили двойку, ну, по самым разным предметам, да, то у меня иногда просто сложилось такое мнение, что человек просто так вот сел, что-то написал от фонаря и ушел, лишь бы поскорее бы уйти с этого мероприятия. Вот, к сожалению, такое вот было у меня представление, потому что знала я педагогов, как-то даже в голове не укладывается, что он мог получить двойку. Так. Низкий уровень выставляется педагогам, которые преодолели 30% баллов, получили больше 30% баллов, и, значит, они нуждаются уже в такой вот индивидуальной методической коррекции, индивидуальном методическом сопровождении. Средний уровень и высокий уровень. Рассмотрим некоторые примеры. Ну вот, пожалуйста, вы, наверное, уже узнаете, что на проверку методической компетенции, простите, предметной компетенции, да, предлагались задания из ЕГЭ. То есть это типичные задания на выбор одного ответа, на выбор множества ответов, на выбор на логическую последовательность. Так. И здесь вот мы видим задания, где требовалось написать ответ, и задания они сопровождались различными иллюстрациями, типа таких вот схем, где-то рисунок, график и так далее. То есть задания, с которыми должны справляться обучающиеся.
Так, задания, направленные на проверку методической компетенции, они были в основном, по-моему, все они такого вот типа, которые требуют самостоятельного развернутого ответа, так, и на знание логики, расположение тем учебного предмета и дать обоснование. То есть мы знаем, что иногда можно поменять порядок изучения тем, но нужно дать обоснование, почему вы так делаете. Или вот здесь вот, например, сформулируйте принципы подбора для урока, для классов, которые показывают разный уровень обученности. Так, решение задач. Причем тут разные способы нужно привести решение задач. Так, здесь вот предложите учебный материал, перечислите 3 темы, опишите 3 типа заданий для формирования умения решать задачи. Так, ну вот как раз Наталья Александровна говорила о том, что дети допускают ошибки. Значит, здесь вот задание такого плана, что нужно найти ответы ошибочные и предложить способы предупреждения типичных ошибок обучающихся. Так, это у нас задание такое вот большое на проверку, на объективное оценивание полученного результата. То есть есть задача, есть такой гипотетический ответ обучающегося, предложены критерии. Значит, учитель должен был определить, правильное или неправильное решение, и из предложенных критериев дать обоснование этого своего выбора. Так. Ну и диагностическая работа завершалась заданием на анализ какой-то контрольной работы, которую выполняли обучающиеся. Далее приводится характеристика этой работы. И вот учитель должен определить, какие же задания здесь выполняются на хорошем уровне, какие на допустимом, какие на критическом. Так, и для каждого из этих типов умений предложить способ его формирования и развития. Вот такая вот диагностическая контрольная работа. Ну, что у нас получилось? У нас получилась типичная такая классическая картинка, что отличников мало, это 1 человек. На средний уровень профессиональной компетентности показали 9 педагогов, и 1 педагог показал низкий уровень. Что это нам дает? Что это нам дает? Ну, во-первых, тот педагог, который получает, для которого определен высокий уровень профессиональной компетентности, он имеет право быть экспертом и быть приглашенным на проведение занятий на курсах повышения квалификации. Если этот педагог еще пройдет курсы по Академии просвещения, то он может быть педагогом-методистом и вообще это будет очень ценный такой профессиональный сотрудник. Может быть приглашен и на работу по внешнему совместительству в КРИРО к нам. 9 педагогов, имеющие средний уровень. Так, это очень хорошие педагоги, которые, ну, может быть, допускают какие-то ошибки при выполнении некоторых заданий, требуется углубленное изучение некоторых технологий и методов обучения. И вот эти педагоги, они включаются в профессиональную систему развития наравне с тем педагогом, который и получает низкий уровень. И вот как раз мы заговорили о профессиональной системе развития. Так, вот эту вот. Так, простите, вот эта вот картинка меня интересует, да, то, что сейчас разрабатывается новая система повышения квалификации педагогов, и одна из форм повышения квалификации – это, простите, тут перепуталась, вот это персонифицированные программы повышения квалификации, это индивидуальные образовательные маршруты. Мы в прошлом году так хорошо довольно-таки поработали над технологией построения индивидуального образовательного маршрута, и вот в этом году мы продолжим теперь конкретную такую вот практическую нашу деятельность по вовлечению
педагогов вот именно для повышения квалификации по индивидуальным каким-то своим вот запросам. И здесь в эту систему вовлекаются не только педагоги с низким результатом, да, диагностики, но и педагоги со средним результатом диагностики, потому что это именно тот резерв, который может повысить вот количество педагогов с высоким уровнем, количество педагогов-методистов. Чтобы быть... Сейчас, конечно, очень много у нас проходит самых разных мероприятий в КРИРО, и нужно постоянно отслеживать те мероприятия, которые у нас будут методические или общереспубликанские. И мы постоянно направляем муниципальным координаторам по профессиональному сопровождению педагогов информационные письма. Но вот самим руководителям школьных методических объединений, муниципальных методических объединений нужно, я посоветую тоже проявлять инициативу и узнать, если что, приходит ли какая-либо информация. Она приходит, но почему-то некоторые потом педагоги говорят, а мы не знали, надо же, такой семинар был, а мы не ведали. То есть надо как-то вот проявлять такую вот познавательную инициативу. Ну и потом, что я еще могу вам порекомендовать? На нашем официальном сайте КРИРО есть такая рубрика «Планы». И если мы откроем эту рубрику, то мы увидим, планы там расположены, начиная, наверное, с 2019 года, включая до 2022 года. То есть вот находим план 2022 года. Ну, это очень большой план. Так. Далее. Ниже мы потом там найдем перечень планов работы по месяцам. То есть вот скоро мы будем верстать план работы на октябрь. И мало того, что у нас есть план на месяц, у нас есть план на каждую неделю. И все это утверждено на уровне министерства, на уровне ректората. Вот, пожалуйста, здесь и просто учителя, так, образовательных организаций, конечно же, методисты, школьные методисты, муниципальные методисты. То есть вы можете проявлять такую вот свою профессиональную инициативу и контролировать, а что же есть, какие мероприятия будут проходить. И вот сегодня мы как раз и со Светланой Валерьевной, и с Натальей Александровной еще будем обсуждать, как же нам составить вот план работы, какие еще семинары включить на октябрь месяц, на ноябрь и до декабря месяца включительно. Так. Ну, пожалуйста, какие у вас есть вопросы? Какие есть вопросы или какие пожелания, что включить в план работы? Пожалуйста, можете писать, звонить. Если тоже найдем структура КРИРО, надо было, конечно, мне здесь разместить свою электронную почту и телефон, но если вы найдете, значит, кафедра естественно-научного образования, так, то там будут контактные данные о том, как мне можно позвонить и написать по электронной почте. Что еще в завершении хочу сказать? Может быть, вы уже, коллеги, слышали о том, что начиная с 2021 года педагоги республики включились в профессиональную олимпиаду, которая проводится Академией просвещения по направлениям. Вот как раз у нас есть такие направления, как IT-направление, так и вот интересное направление естественно-научное образование. Естественно-научное образование, или так называемое направление ДНК-науки, оно включало в себя физику, химию и биологию. И нужно сказать, что как раз вот некоторые педагоги и принимали участие в этой профессиональной олимпиаде. Она проходит в 3 этапа: дистанционный, потом региональный и федеральный. Так, ну, такая вот персональная уже олимпиада по предметам у нас закончилась, но вот вы можете принять участие в олимпиаде, которая у нас сейчас начнется с 23 октября по 12 октября. И вы можете войти в команду вашей образовательной организации. То есть идет направление, у нас пойдет направление, это команда большой страны. Каждая образовательная организация формирует
свою команду из 4 педагогов. А вот физики, они чем выгодны для такой вот команды школы? Тем, что вы естественники, вы и в химии ориентируетесь, и в биологии ориентируетесь, и, конечно же, знаете свой предмет. Вот если вы так вот грамотно подойдете стратегически, да, к формированию своей команды, то у вас будет, ну, что ли, весь шанс, да, победить хотя бы на уровне региона, а может быть и на уровне федерации. Ну, про это я еще буду отдельно говорить, у нас будет отдельный семинар. Ну вот на этом мы закончим наше первое заседание РМО. Спасибо тем, кто к нам подключился, кто слушал. Так, благодарим за пожелания. Всего самого доброго и всего вам наилучшего. До свидания.